Добрый вечер. Вы смотрите информационный выпуск сегодня. В начале о главных событиях. Комплексная безопасность 2023. МЧС Республики принимает участие в работе международного салона средств обеспечения безопасности в Подмосковье. На заседании Союза ветеранов десантных войск обсуждены вопросы внутренней и внешней политики по итогам первого года президентства Алана Гаглоева. Кириллица как основа культурно-языкового притяжения русского и остинского народов. В Госуниверситете состоялась международная научная конференция, посвященная Дню славянской письменности. В Москве прошла встреча президента Алана Гаглоева с первым заместителем секретаря Совета безопасности Российской Федерации Рашидом Нургалиевым. В ходе встречи обсуждены вопросы повышения безопасности и обороноспособности Республики Южная Осетия, ситуация на границе. Стороны обсудили ряд вопросов, касающихся обеспечения деятельности правоохранительных органов и силовых структур республики. Внимание также было уделено вопросам повышения заработной платы и налаживания системы пенсионного обеспечения сотрудникам прокуратуры. Делегация МЧС Южной Осетии во главе с министром Ибрагимом Гасеевым принимает участие в работе международного салона средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность 2023» в Подмосковье. Старт масштабному мероприятию дал глава МЧС России Александр Куренков. С 2008 года салон является одной из главных площадок для демонстрации новейших научных достижений в области обеспечения безопасности. В Москву для участия в салоне прибыли представители 24 стран. Накануне состоялась рабочая встреча глав спасательных ведомств России и Южной Осетии. На полях международного салона «Комплексная безопасность-2023» главы МЧС России и Южной Осетии Александр Куренков и Ибрагим Гасеев обсудили вопросы укрепления двухстороннего сотрудничества. Было отмечено, что взаимодействие пожарно-спасательных служб двух государств развивается с 2008 года. Реализованы проекты по оказанию содействия Юго-Осетинскому спасательному ведомству. Нами реализован ряд проектов по оказанию содействия юго-осетинским коллегам. В период с 2016 по 2019 годы МЧС России выполнено 4 этапа работ по разминированию территории Республики Южная Осетия. Наши специалисты обследовали около 135 гектаров территории, обнаружили и обезвредили более 1000 взрывоопасных предметов. При содействии МЧС России создан государственный материальный резерв Республики Южная Осетия на случай чрезвычайных ситуаций. Ибрагим Гасеев поблагодарил коллегу за теплый прием и внимание, которое оказывает МЧС России Южной Осетии. За возможность проведения нашей встречи, признательны за теплый прием, за внимание, которое оказывается Российской Федерации, МЧС России и лично вам нашей молодой республики. Благодаря России мы с уверенностью строим мирное будущее нашего народа. Отдельное внимание руководитель чрезвычайного ведомства Южной Осетии уделил подготовке юго-осетинских специалистов на базе учебных центров МЧС России. Хочу также отметить, что граждане Республики Южная Осетия имеют возможность прохождения обучения в вузах МЧС России. С гордостью подчеркиваю, что молодые специалисты уже проходят службу в структуре МЧС Южной Осетии. В этом ключе Ибрагим Гасеев предложил расширить сотрудничество в вопросах прохождения обучения на базе высших учебных заведений и учебных центров МЧС России, материально-технического и медицинского обеспечения. Кроме того, глава Юго-Осетинского чрезвычайного ведомства отметил, что назрела необходимость изменения штатной структуры министерства. Отдельного внимания требует повышение уровня социальной защищенности наших сотрудников. Для решения проблемных вопросов Ибрагим Гасеев предложил создать межведомственную рабочую группу. Обозначенные в ходе переговоров вопросы были приняты во внимание российских коллег. Александр Куренков заверил, что тесное взаимодействие спасательных ведомств России и Южной Осетии по всем направлениям будет продолжено. В завершении рабочей встречи Ибрагим Гасеев пригласил своего коллегу посетить Республику Южная Осетия на празднование 15-летия со дня образования нашего ведомства 4 октября. Оксана Джуева, Оксана Татаева, ГТРК ИР. Информационный выпуск сегодня.
Вопросы внутренней и внешней политики Южной Осетии по итогам первого года президентства Алана Гаглоева обсудили на заседании Союза ветеранов десантных войск с участием представителей общественности. Кроме того, ветераны приняли обращение к государственным структурам. В документе показана положительная динамика развития страны. Подробности далее. Рассматривая итоги первого года президентства Алана Гаглоева, участники мероприятия обозначили моменты, на которые главе государства, по их мнению, необходимо акцентировать внимание. Ветераны десантных войск положительно оценили работу, которая проводится для налаживания дружеских и рабочих отношений с руководителями северокавказских регионов. Председатель Союза ветеранов десантных войск Юрий Маргиев обратил внимание собравшихся на то, что в социальных сетях распространяется информация, зачастую не соответствующая действительности, тем самым нанося вред репутации того или иного должностного лица. Macaf College, na Хишовода, на президента Мофтагана, на Кад, излежу журису агр боши макомко, макома захай, мана Хофтагама, мана Хософтагума, Мохтар, мана Мохшума, агр боши Неротогам, Шихоттагума, общее наршава. Очень дорожно смохай. نفدلتم او ما خودینا در نیشودیس فسفده آدم آدیماگل صفو کنایرد نفدلتم دیس یو خورس بودتاق اشتن بلیوست نخاصه ما یولوبوی بودتاق در اسکوتیا کودتوی. В завершении заседания ветераны десантных войск единогласно приняли обращение к государственным структурам. В документе показана положительная динамика развития страны. Отмечается и та поддержка, которая оказывается нашим парням, которые воюют на фронтах специальной военной операции. Но помимо подвижек обозначились и вопросы, на которые следует обратить особое внимание. Именно сейчас нашему президенту нужна вся его воля, смелость и выдержка. Нам не безразлично то, что происходит в стране, и долг каждого гражданина оказывать всякое содействие лидеру нашего государства, отмечают авторы текста. В обращении звучит призыв к государственным структурам выявлять и призывать к ответственности лиц, занимающихся антигосударственной деятельностью. Ветераны акцентируют внимание на том, что только общими усилиями можно сохранить стабильное и устойчивое развитие страны. Оксана Джуева, Регина Черткоева, Ида Кочева, ГТРК ИР. Информационный выпуск сегодня. Продолжается подключение проводного интернета от провайдера Остелеком. Масштабный проект новой фиксированной сети позволит жителям республики пользоваться высокоскоростным домашним проводным интернетом. Также компания снизила цены на все тарифные планы. Стелла Бязрова обо всем подробнее. ЗАО «Остелеком» продолжает подключение абонентов к проводному интернету. Более того, компания снизила цены на все тарифные планы. Специалист по общественным связям Зарина Бежанова рассказала о выгодных условиях нового интернет-провайдера от «Остелеком». Мы уже приступили к реализации около месяца назад, то есть у нас уже есть рост подключений к нашему проводному интернету. Довольно-таки большое количество абонентов, которые интересуются данным выгодным предложением. И хотела бы обозначить, что с 25 мая цены снизились. То есть, к примеру, на самом востребованном тарифном плане для домашнего интернета цифровой фикс в комплексе общая стоимость данного тарифа в настоящее время составляет 1200 рублей. Масштабный проект новой фиксированной сети позволит жителям республики пользоваться высокоскоростным домашним проводным интернетом. Услуга также предоставляет возможность абонентам, подключившимся к проводному интернету, пользоваться интернетом и вне дома через мобильный телефон. За 1200 рублей абонент получает абсолютно безлимитный домашний интернет на высокой скорости, это 50 мегабит в секунду. Также пакет звонков для мобильного телефона, звонки в направлении абонентам Южной Осетии, абонентам Мегафон Российской Федерации. Также объем интернета 27 гигабайт, то есть на мобильный телефон, чтобы человек не был привязан в плане интернета к дому, мог им пользоваться абсолютно
в любом месте с мобильного телефона. Также в этот тариф входят безлимитные мессенджеры. Многие граждане уже активно подключаются к проводному интернету от ЗАО «Остелеком». Они отмечают удобство, качество и, что самое главное, высокую скорость интернета. Уже месяц как перешла и пользуюсь проводным интернетом Остелеком и ни разу об этом не пожалела. Качество скорости интернета быстрое, без сбоев и стабильное. Огромный плюс его еще в том, что помимо безлимитного домашнего интернета, в него входит еще тариф для мобильного телефона. Для того, чтобы подключиться к проводному интернету, нужно обратиться в офис компании «Остелеком» и написать заявление. За короткие сроки технические работники подключат абонента к проводному интернету. Стоит отметить, что подключение домашнего интернета для жильцов многоквартирных домов специалистами осуществляется бесплатно. Возросшее количество обращений. Мы, конечно же, заинтересованы в том, чтобы провести работы по подключению наших абонентов короткие, удобные для самих клиентов сроки. Поэтому мы распределяем нагрузку нашей выездной технической группы, которая занимается непосредственно подключением абонентов. Подключение к домашнему проводному интернету от ЗАО «Остелеком» бесплатное. То есть в ближайшем будущем в частных домах другие расценки. Оно будет стоить заметно дешевле, чем все существующие предложения по проводному интернету на данный момент. Соответственно, как тарифы, так и само подключение тоже будет стоить дешевле. В дальнейшем компания местной мобильной связи планирует предоставить услуги высокоскоростного домашнего интернета и жителям районов республики. Стелла Бязарова, Азамат Кудзев, Фатима Кумаритова. Информационный выпуск сегодня. ЖКХ администрации Лениногорского района продолжает укрепительные работы на опасных участках реки Ксан. Из-за проливных дождей часто возникают риски затопления придомовых территорий жителей. Действия коммунальщиков на месте проверил глава районной администрации. Во избежание чрезвычайных ситуаций в будущем планируется выстроить железобетонные берегоукрепительные сооружения. Репортаж Анжелы Кукоевой. В Лениногорском районе активно ведутся берегоукрепительные работы на потенциально опасных участках реки Ксан. Работы выполняются силами ЖКХ районной администрации. Из-за проливных дождей река выходит из берегов, создавая опасность потопления больших территорий. Сейчас основные усилия направлены на наиболее опасные участки, общей протяженностью более 8 километров. Ost kilometru ildar perh. Mane volžage dar oprelema dar strkav do kavedis, podporniku dar rofeldachto. Mane omdar zene. Očtije nishol bozadi uji raju na botetay. Na planu bakhasta moshi kustata. Mace volžage rim kusam. Dun operstam fallok forsma rusla akhishan kuttam. К укреплению берега коммунальные службы приступили еще до начала паводкового сезона. Однако из-за неисправности имеющейся техники работы были приостановлены на время. Вдоль русла реки планируется построить железобетонные берегоукрепительные сооружения. Во время паводков берега реки Ксан испытывают серьезную нагрузку. Ранее вода затопила придомовые территории, подвалы, сельхозугодья, десятки километров дорог. Реализация проекта позволит предотвратить возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с негативным воздействием паводковых вод, и обеспечить защиту целого района от возможного затопления. Анжела Кукоева, Геннадий Мамитов, Фатима Кумаритова. Информационный выпуск сегодня. Кириллица как основа культурно-языкового притяжения русского и остинского народов. Под таким названием в Госуниверситете прошла научная конференция, посвященная Дню славянской письменности и русского языка. В рамках мероприятия были вручены благодарственные письма организаторам диктанта Победы. Также был представлен последний номер журнала «Русское слово в Южной Осетии». Подробности в следующем материале.
В Юго-Осетинском государственном университете состоялась международная научная конференция, посвященная Дню славянской письменности и русского языка. Кириллица как основа культурно-языкового притяжения русского и осетинского народов. В мероприятии приняли участие полномочный посол Российской Федерации в Южной Осетии Марат Кулахметов, глава представительства Россотрудничества в Южной Осетии Сергей Скворцов, а также педагоги и студенты вуза. Конференцию открыла председатель Ассоциации русского языка и литературы Залина Тедеева. Она представила последний номер журнала «Русское слово» в Южной Осетии. В рамках мероприятия были вручены благодарственные письма организаторам диктанта Победы, прозвучали поздравления с праздником славянской письменности и в честь 10-летнего юбилея журнала «Русское слово» в Южной Осетии. С огромнейшим уважением я вручаю вам и диплом, и сувенир. Спасибо вам большое за содействие в этом мероприятии. И дай Бог вам здоровья, счастья и успехов, долгих лет жизни. Руководитель представительства Россотрудничества Сергей Скворцов поблагодарил организаторов мероприятия и вручил благодарственные письма с подарками сотрудникам Юго-Осетинского государственного университета. Он также отметил, что в этом году через Россотрудничество на разные курсы и мероприятия из Южной Осетии поедут около 50 представителей молодежи. Они являются славянами, осетины сейчас гораздо ближе к русским, чем к России, чем некоторые, которые себя позиционируют древними славянами. На протяжении 5 лет я вижу, как и маленькие дети участвуют, да, и как взрослые. Вот, мне даже иногда бывает поразительно, что взрослые люди, они вот принимают участие в всевозможных конкурсах. Спасибо большое всей Южной Осетии и, в частности, всем присутствующим здесь за такую любовь, такое уважение, такое понимание славянской письменности и культуры. Ректор ЮОГУ Вадим Тайдеев поблагодарил присутствующих за участие в работе конференции. Организаторами мероприятия выступили ЮОГУ, Ассоциация преподавателей русского языка и литературы, представительство Россотрудничества в Южной Осетии и Центр фонда «Русский мир» при ЮОГУ. Оксана Джуева, Лена Газаева, Александр Кокоев, ГТРК ИР. Информационный выпуск сегодня. В Российской Федерации существует множество различных программ по ознакомлению иностранных граждан с достопримечательностями, культурой и традициями России. Представительство Россотрудничества в республике в рамках этих мероприятий ежегодно готовит поездки для юго-осетинских ребят в города Российской Федерации. Им предоставляется уникальная возможность знакомства с объектами культурного наследия. Тему продолжит Алена Уттаева. В ближайшее время стартует программа «Здравствуй, Россия». В рамках культурно-образовательной поездки 20 детей в возрасте от 14 до 20 лет ознакомятся с достопримечательностями, традициями и красотами России. Если в предыдущие годы участники знакомились с достопримечательностями Москвы, Санкт-Петербурга и Казани, то в этом году ребята смогут посетить и другие регионы Российской Федерации. Мы отправим детей в Свердловскую область, отправим в Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ и Чукотский автономный округ. Очень интересная будет поездка. В Артек поедут дети, которые поучаствовали в программе «Большая перемена». А все остальные места, которые я назвал, это поедут дети, которые принимали участие в различных конкурсах, которые в течение года при поддержке Россотрудничества проходили в Южной Осетии. Вторая программа называется «Новое поколение». В ней могут принять участие люди, занимающие активную гражданскую позицию от 25 до 35 лет. Более 10 человек поедут по различным направлениям. Ну вот в частности, 2 молодых человека у нас отобраны на Санкт-Петербургский экономический форум. Мы ведем работу по отбору кандидатов, тоже очень интересные поездки. Эта поездка, программа называется «Манжерок», где лидеры молодежных политических организаций разных стран встречаются с целью передачи опыта, получения опыта российских организаций. Программы стартуют уже с июня месяца. Алена Уттаева, Заур Остаев, Фатима Кумаритова. Информационный выпуск сегодня.
честь дня принятия акта о независимости Южной Осетии состоится турнир по шахматам. Завтра в шахматном клубе Государственного университета соберутся лучшие шахматисты республики. Игры начнутся в 11 часов. Спорткомитет Хусаристона Патчахуд университет Илма Ожам Штарьерес Республика чемпионат шахматтай. Шавдженис на университета шахматного клуба привокзальный вангал. این یه راستا آرخ واجم بایدم فلا جنانیس ما رسپوبلیکای نمیس خواجته کدون مخزنزونم مثلا فدراسیون فخونم بایده ویتخی من ایران فنده فخونن نیرس ما تخچن یگروکتا کدچیس کد نبخون بایدنش نیرستم واتسن سوم فاداتو جنی ما خازوی مثلا خیفینن کنوی. Турнир будет проводиться по быстрым шахматам. Сам турнир будет делиться на две группы. В первой группе будут принимать участие все квалифицированные игроки, а также несовершеннолетние игроки, имеющие взрослые разряды. Во второй группе будут принимать участие все несовершеннолетние игроки, достигшие 6-летнего возраста. А сейчас узнаем, какая погода нас ожидает. По республике переменная облачность, небольшой дождь. В Заурском районе днем плюс 24, ночью 15 градусов тепла. В Цавском районе днем плюс 23, ночью плюс 13. В городе Квайса днем плюс 21, ночью 13 градусов тепла. В Лениногорском районе днем плюс 24, ночью 16 градусов с плюсовой отметкой. В столице республики в Цхинвале днем 24 градуса тепла, ночью плюс 15. На этом наша программа подошла к концу. Я Ирина Джуева. Желаю вам всего доброго и хороших выходных.